Республика может потерять традиционный для народа вид деятельности оленеводства в Интинском и Воркутинском районах. Проблема в цене на закуп мяса. На протяжении многих лет это 150 рублей за килограмм против 450 в Ямало-Ненецком регионе. При этом практически вся сумма там больше 85% субсидия соседского бюджета на заготовку мяса. В нашем же случае всю стоимость оленины оплачивают сами хозяйства. Александра Головина подробнее. Коми относится к крупным оленеводческим регионам. Сейчас республика на 6-м месте по численности поголовья. Но цифра эта с каждым годом становится только меньше, и это тенденция для всей страны. Поэтому меры по поддержке и сохранению этого вида деятельности просто необходимы. Поводом собрать рабочее совещание в Госсовете стало обращение членов кооператива «Оленевод». Сегодня предприятие выращивает и производит убой оленя. Работают здесь около 70 человек. Суть претензий проста. Поддержка наших оленеводов уступает соседним регионам – Ямало-Ненецкому и Ненецкому автономным округам. Причем существенно. В соседних регионах на закупочные цены региональные бюджеты дают дотации. В Республике Коми эта дотация не была предусмотрена. Поэтому, конечно, как любой хозяин дома, оленеводы – это хозяева своих стад, они ищут там, где продукцию свою они хотят продать более по дорогой цене. И нормальная ситуация, когда оленеводы отказываются продавать по той цене, которая существует в Республике Коми, а уводят свои стада в соседние регионы. По-человечески понять оленеводов можно, только этим они и живут. Заработать за килограмм мяса 180 рублей или 450, сколько получают коллеги из соседних регионов. Есть разница. В НАО и ЯНАО отрасль поддерживается государством. Больше 85% от стоимости за килограмм уходит из бюджетного кошелька. Первый, самый очевидный путь – это повышение закупочной цены. Все равно оленеводческие бригады, они ходят по своим веками сложившимся путям миграции, и просто так перекочевать там в другой субъект не так-то просто. Но, безусловно, когда шуршит в руках, поэтому нужно добавить обязательно деньги на закупочную цену на мясо оленины, чтобы она оставалась на территории. Безусловно, финансовый вопрос стоит сейчас во главе угла. На сегодня в Коми оленеводством заняты около 300 человек. Не так уж и много для 86 тысяч голов. Меры господдержки Минсельхозом предусмотрены из основного возмещения части затрат на содержание и сохранение племенного маточного поголовья. В прошлом году на эти цели потратили больше 37 миллионов рублей. И этих мер катастрофически недостаточно, говорят оленеводы. Профильное ведомство поддерживает. Мы разработали соответствующие предложения, на сегодня сформированы в определенной сумме, подготовлены и направлены как проектная заявка на рассмотрение в Минфин Республики Коми для подготовки сводных документов на бюджетную комиссию. Общая сумма затрат, которую мы видим с точки зрения необходимости доведения нашей цены до конкурентных условий, составляет порядка 70 миллионов. На сегодня министерство совместно и с Минфином, и совместно с нашими предприятиями прорабатывает механизмы, которые бы позволили реализовать максимально удобно и максимально качественно доведение этой поддержки до наших предприятий. 94,5 миллионов рублей предлагает выделить из республиканского бюджета дополнительно для решения этих проблем региональный Минсельхоз. Деньги пойдут на возмещение части затрат на закуп мяса и строительство коралей. Они нужны для подсчетов голов, клеймения телят и зооветеринарных мероприятий. Предложения могут рассмотреть уже на грядущей апрельской сессии Госсовета Коми. Оленеводы надеются на скорейшее принятие решения. Республиканский закон не обновляли больше 10 лет. Александра Головина, Павел Люлянмен, телеканал Юрган, Сыктывкар.